Друзья, добрый день. Дарья Колчин. Ой, сегодня ничего не снимала для вас, ничего не делала. В принципе, утром встала, мне было так плохо как-то. Вставать не хотелось, потом встала, думаю, ну вот сейчас буду что-то делать, буду показывать. А потом решила все-таки, наверное, нет, сегодня вообще ничего не буду не снимать, ничего делать, потому что голова окружилась, непонятное что-то. То ли это погода, я не пойму, давление вроде бы не такое высокое, и свою обычную таблетку я выпила. Но все равно мне сидеть, хандрить много времени нету. Подоила корову утром, так кое-что по дому сделала. Я еще вчера вечером и аджику делала. И легла, не помыла свои эти кастрюли, если честно. Мне что-то очень неважно себя чувствовала. Залила водой и не помыла их просто. Вот перемыла все эти кастрюли, перемыла все, что тут мне надо было, сделала творог. И заодно поставила варить курочку, чтобы сделать, ну, скорее всего, хотела сделать лапшу домашнюю, чтобы маме, думаю, чем бы ее покормить, потому что мама действительно очень капризничает, не хочет есть. А я переживаю, что она мало ест. И поставила варить курочку домашнюю. И как раз сестра моя пришла. Думаю, а она мне, что ты хочешь сделать? Я говорю, ну, хотела вообще домашнюю лапшу. И это самое. А потом решила, давай-ка я национальное наше блюдо сделаю, раз мы собрались сегодня. Котом бирхаутом. Ну, подливу обычную, как мы делаем, из картошки и галушки. И так быстренько тесто замесила, и немножко, конечно, видимо, или я воду больше добавила, или муки. Но не стала взвешивать муку. Примерно на глаз сделала, потому что обычно я взвешиваю. Поэтому не стала, друзья, вам показывать вообще. Вообще-то я даже и не хотела снимать, а потом как-то вспомнила, что кто-то меня в прямом эфире спрашивал, сколько у меня братьев и сестер, и встречаемся ли мы. А думаю, давай-ка я сразу заодно и сестру свою покажу. Хотя у меня есть ролик, где моя сестра и где моя сноха, брата, жена. Брат, правда, у меня давно не был. Ну, эти мужики, им всегда некогда. А так мы, конечно, все встречаемся, все ездим друг к другу, причем очень часто. Но я, конечно, к ним езжу, ко всем очень редко. Потому что, в принципе, все время мама у меня, со мной. Так что они все сюда приезжают, что мне туда ехать, если честно. Сестра чаще всегда сюда приезжает. Ну, вот так, как-то так, друзья. Так, вот я немножко еще сделала. Ну, принцип, может быть, покажу вам. Вот так вот по диагонали два этих квадратика делаю на квадратике и вот так вот. Просто можно было сделать быстро аппаратом чеченские галушки, но тесто у меня все-таки оказалось жидковатым, и я делаю их вот такими. Так что вот так, друзья. Раз сняла, теперь пообедаем, я вам покажу. Подойдет моя сестра тоже, мама. Покажу вам мою сестру. Вот, друзья, стол по-быстренькому я накрыла. Конечно, не шикарно. Самое главное, моська уже во главе стола. Сейчас позову маму и сестру, и мы быстренько пообедаем. И Брашки нет дома у нас сегодня. А вот вы только обедаете, больше ничего не надо делать. Сестра говорит, а что мне делать? Я говорю, ничего, просто кушать. Так что... Мама с дочкой обедают, как говорится. Сейчас я тоже присоединюсь к ним. Друзья, проводила свою сестру, сделала свой намаз. Ну, немножечко отдохнула опять. Но хорошо, хоть немного мне стало лучше. И вот хочу посолить капусту и заодно вам показать. Наверное, вы меня просили, чтобы я показала, как я буду делать, солить капусту. Но я ничего такого, как вам сказать, не солю капусту, как-то заморачиваясь. Ни с маринадами, ничем. Ну, просто по-простому. Ну, я вам покажу, как я делаю. Не знаю, вроде бы нравится людям. Не то, что... Ну, и людям я вам потом объясню, почему и людям. Так. И, значит, сегодня, друзья, будем солить вместе с вами капусту. Как я сказала, я не очень заморачиваюсь, конечно. Просто... И немножко с вами поболтаем, наверное, раз такое дело.
Не всегда получается и поговорить. Вы знаете, мне очень, как вам сказать, нравится, как вы пишете комментарии, как вы спрашиваете много чего. Мне нравится с вами общаться, с вами разговаривать. Сейчас немножко хочу вам рассказать о том, ну, как я живу, наверное. В принципе, вы видите, как я живу. Но вот немножко о себе расскажу вам еще. Но это не продолжение рассказа, который я делала раньше. Ну, наверное, это продолжение тоже потом как-то будет. А сейчас я просто хочу вам рассказать, почему вот все время меня спрашивают: да вы отдыхаете, вы отдыхаете? Ну, конечно, я отдыхаю. Конечно, я не робот, я не могу всегда так много работать. Но я вам скажу, почему я вот в большинстве случаев вот так вот много работаю, если честно. Во-первых, это у меня просто в крови. Я не могу сидеть без работы. Иногда вот сильно уставая, иногда думаю, ну зачем вот меня вот так вот создал Аллах, что вот я не умею сидеть, я не умею ничего. Вот, ну как вам сказать. Ну, все время себя перетружаю. Но с другой стороны, меня же никто не заставляет, во-первых. Во-вторых, хоть и не принято говорить о болезни, но у меня проблемы со здоровьем. Были и раньше эти проблемы, ну и сейчас они есть. Так, кстати, капуста у меня своя, своего огорода. Хоть капуста своя. Так. И что я говорила? Да. У меня много чего, в принципе, и по возрасту. Не рано, конечно, может быть разные болячки, но вот дело в том, что я слишком много сидела, не работала. Ну, как вам сказать, не работала. Я была больна. Почти 3 года я об этом рассказывала, что практически была прикована к постели. Ничего не могла делать. Но это еще когда жил мой муж. Ну и после этого тоже у меня продолжаются кое-какие заболевания, продолжались. Ну, сейчас не так сильно, как раньше, но тем не менее. И буквально недавно, тоже 2 годика тому назад, наверное, да, я снова заболела, мне было плохо. Тогда я работала в кафе еще поваром. Ехала на работу, и мне резко стало плохо. Я вернулась домой, не доезжая до работы, вызвала такси, вернулась домой. И мне было плохо, действительно, мне казалось, что снова, что, ну, в принципе, у меня ремиссия, может быть, та болезнь, то заболевание возникнет в любое время. Я думала, это у меня моя старая болезнь, вернулась, как говорится, обратно. И 2-3 дня я лежала дома, если честно, плакала, опять не могла ничего делать. И мне же дочки звонят каждый день, иногда 1-2 раза звонят, что да как. Старшая дочка позвонила как раз и сказала, узнать, что со мной, как со мной. И она сказала, что где-то у нас на здании есть хороший врач, невропатолог, давай пойдем к ней. Ну, я сходила к врачу, сначала к невропатологу, потом она мне назначила, чтобы сделали мне УЗИ сосудов, потому что у меня с сосудами проблемы, у меня была операция даже на сонной артерии, 4-5 лет тому назад. И знаете, после того, как мне сделали УЗИ сосудов, там мне врач сказал, что у меня еще одна сонная артерия с изгибом, причем сильнейшим, в виде петлеобразная, что в принципе она даже не операбельна. Ну, много чего мне наговорил. И от того, что он наговорил, мне показалось, что мне как будто бы, знаете, друзья, ну, последние дни, как будто бы я доживаю, было вот в таком плане сказано. И я, конечно, была не в себе, наверное, не знаю, ревела тоже, плакала, ушла с работы, сказала на работе, что я больше на работу не приду. И даже не хотела прийти к невропатологу, ну, думаю, врач мне, этот хирург, сказал, что здесь хирург по сосудам, что делать нечего, но, короче, все такое. Что-то она у меня не шинкуется длинно.
Но дочка моя все-таки настояла, чтобы я пошла снова к этому невропатологу, к врачу. Она женщина, приезжала к нам на Зране, откуда-то. И мы с ней пошли к ней обратно к врачу. И вы знаете, друзья, в действительности от врачей очень много чего зависит. И эта врач настолько меня успокоила, настолько со мной там прям поговорила. Ну и что там так, изгиб у вас, ну и что ж такого, это ничего страшного, это можно лечить, этим можно жить. Знаете, вот в таком плане она со мной поговорила, ничего, мы назначим тебе лечение, и все будет хорошо, просто тебе надо будет постоянно с этого момента быть на таблетках. Ну, на таблетках, на лекарствах, на уколах. Она мне назначила капельницы, назначила уколы, назначила таблетки. Конечно, это все было очень дорого, но тем не менее было. Если честно, я не верила, что мне так могут помочь эти лекарства, эти таблетки. Потому что состояние было, знаете, вот какое вот. Ну, вообще, такое состояние, как у меня, описывают те люди, которые пьют. Я никогда в жизни не пила, я не знаю. Вот, описав мое состояние, обычно говорят, такое состояние бывает у пьяных. Вот. Ну, действительно, вот такое состояние меня пошатывало, немножко кружилась голова. Ну, непонятные такие ощущения бывают. Как будто, вот, знаете, ну, ничего не хочется делать, апатия страшная, и делать не можешь. Ноги тяжелые, руки тяжелые, заторможенность какая-то. Вот. Ну, явно видно, что кровь не циркулирует, поэтому что-то мне не нравится. Как это новый нож, у меня не нравится, как он режет. И вот, друзья, вы знаете, если честно, и она мне говорит, я говорю, я ушла с работы, и она говорит, ты будешь жить, конечно, как, ну, сколько тебе отведено, ты будешь жить и будешь полноценно жить, если вот будешь прислушиваться к моим советам, будешь делать, что я говорю, принимать все, что тебе надо, но зная, что тебе надо уже пожизненно быть на этих препаратах. И что-то я ей сказала, я сказала, что я ушла с работы. Она говорит, как ты ушла с работы? Я говорю, вот так, я же не знаю. Нет, ни в коем случае не уходить с работы, ни в коем случае не сидеть, ни в коем случае не зацикливаться на своей болезни. Ну вот хорошо, ушла ты с работы, и что ты собираешься делать? Будешь сидеть и плакать и жалеть себя? Ты вообще себя загубишь? Нет, ты должна работать, ты должна быть среди людей, ты не должна думать о своей болезни. Даже, говорит, не надо ложиться в больницу, все то, что я тебе прописала, ты можешь делать дома. Пусть найди какую-нибудь медсестру, чтобы она тебе или вечером, или утром ставила эти уколы, а ты ходи на работу. И настолько, друзья, ну мне было плохо все равно, но настолько этот человек, этот врач меня успокоила, и настолько мне стало как-то по себе, я говорю, я-то в принципе готова, что... А я-то не знаю, что на работу я-то сказала девочкам, что больше не приду. Ну, все-таки мы позвонили снова. На мое место никого еще не было взято. Я снова вышла на работу. Вечером шла с работы домой. Моя соседка мне ставила уколы, делала капельницы. И, если честно, в действительности, на второй или на третий день мне стало намного лучше. И медсестра, которая делала мне, моя соседка, лечение, сказала, очень хорошее лечение тебе выписали. Мне действительно стало лучше. И вот 10 дней мне делали уколы, делали капельницы. А потом уже она мне сказала, полгода один раз будешь делать это лечение, а остальные полгода будешь принимать вот эти препараты. И около 9 препаратов, по-моему, я принимаю в день. Не считаю еще препараты от давления. Но тем не менее, друзья, я поэтому существую, поэтому живу, мне кажется. Ну, конечно, по воле Аллаха, Всевышнего. Но все равно надо же, говорят, причину искать, где и что. Ну, и весь этот разговор иду, во-первых, чтобы ответить, почему я постоянно не отдыхаю, работаю. И еще к тому, что вот в действительности вот врачи просто своим поведением, своим разговором, просто тем, что вот они вот, некоторые врачи настолько грубо к тебе относятся, что тебе кажется, что ты вот, да, ты не дойдешь до этой двери, и уже все.
А некоторые просто тихо, просто тебе сказав, просто объяснив красиво, успокоив, если даже ты умрешь, действительно не дойдя до этой двери, но она тебя успокоила до того, как ты дошел до этой двери, мне так кажется. Не знаю, вы поняли мои мысли или нет. Я имею в виду к этому. И вы знаете, в действительности, благодаря Аллаху, а потом этому врачу, ну, я уже 3-й год живу, по крайней мере, живу полноценной жизнью. Может быть, я бы и не умерла, но себя чувствовала бы очень плохо. Потому что нет-нет, как только я не делаю свое лечение, которое мне нужно вовремя, мне уже становится плохо. И поэтому, в действительности, мне нельзя сидеть, если честно. Мне нужно быть в движении, мне нужно работать. Ну, конечно, не так сильно, как я это делаю, но у меня какой-то червячок внутри сидит, что я не могу, если я начала, я не могу остановиться, друзья. Мне приходится все время чем-то быть занятой, что-то делать. Но мне интересно. Самое главное, мне хочется заниматься только тем, что мне интересно. Заставить меня что-то делать, конечно, это очень трудно. То, что я не хочу делать, этого я не смогу сделать. Ну, вот так вот, друзья, после этого, да, я вот, как видите, еще работала 2 года после этого в кафе. И теперь уже дома. До карантина как-то ушла с работы. 2 недели до карантина, я еще не знала, что будет карантин или нет. Ушла с работы и, ну, по некоторым причинам ушла с работы. Начала искать себе работу в телефоне, по объявлениям. И там увидела объявление, что сдается в аренду кафе. И знаете, пошла, посмотрела. Если бы я была сама, я бы, конечно, не взяла его. Со мной как раз поехала младшая дочка. Мы посмотрели, так условия были очень такие неплохие, но было явно видно, что место не очень-то, ну, ничего, что я так много оставляю, все равно у меня кролики, отдам кроликам. Место не такое прям проходимое было, но надо было работать, набивать себе клиентов, много чего. Ну, мы согласились, было такое аккуратное, красивое кафе. Ну, в принципе, там больше раньше делали гамбургеры, вот эти вот хот-доги, пиццы. Специфика была вот этого кафе на этом. Ну, все это, все делать, и шаурма. И шаурму, и гамбургеры, это все научился делать мой Ибрашка, которого вы уже знаете, Ибрагим, мой сын младший. Я делала остальные блюда, кафе открыла, подбелили мы там, прибрали, все красиво. Но там так и не было, не так страшно было. Там было красивое кафе было, но место было неудобное, правда, некрасивое какое-то. Ой, и начала потихонечку набивать клиентов, если честно, поработала недельку. И ровно через неделю, как мы начали работать, начался этот карантин, и нас закрыли. Закрыли, и 2-3 месяца же мы сидели. Вы знаете, уже когда сидишь дома, уже, не знаю, не хочешь и на работу снова выходить. Я как-то позвонила и сказала, что я не буду работать в кафе, и сдала обратно его. Просто мы за аренду первый месяц не платили, но я просто 5000 первый взнос ему сделала. Ну и также то, что там побелила, убрала, тоже немножко потратилась. Потратилась, конечно, и на продукты, которые я купила. Ну, а что делать, без затрат, конечно, не бывает. Вот так вот, друзья. Сижу вот дома. Развела птицу, посадила огород. Ну, этим я раньше занималась, просто когда работала в кафе, я этим не занималась. Потому что я не успевала. Во-первых, не успевала, но если бы даже я успевала, но мне сын не разрешил. Все, ты делать не будешь, ты себя слишком переутруждаешь. В таком плане у нас были разговоры. И вот, сидя на карантине, я начала смотреть телефон потихонечку. Разные в ютубе каналы. И вышла на один канал. На канал, по-моему, сначала я вышла на канал с женщиной с претензиями, а потом на ее сестру Кису. Что-то завлеклась и начала их смотреть. И подумала, давай-ка я тоже попробую. И вот, благодаря им, и опять-таки благодаря, конечно, Аллаху, он меня туда направил, я начала заниматься тем, чем сейчас я занимаюсь. Но, правда, я долго не решалась. Снимала, удаляла, мне было неудобно.
Ну, потом все-таки я, по-моему, первая сказала Хадиже, как вот этой женщине с претензией, у нее тоже такой канал. Спросила ее, ну, просто спросила, что и как. Она сказала, ничего страшного, давай начинай. То же самое сказала ее сестра, тоже Киса. Я ее тоже спросила. Начинай, ничего страшного, хорошо, все нормально, можешь начинать. Я как-то начала потихонечку закидывать. Начались появляться вы, мои дорогие подписчики. Мне стало интересно. И как-то я в действительности даже ожила. А то мне бывало по вечерам настолько, вот если даже я и устала, по вечерам все-таки скучно. Особенно, когда нет дома мальчиков. Не поговоришь ни с кем. Даже если они дома, они-то, в принципе, каждый в свою комнату. У них у каждого свои интересы. Им же не всегда хочется со мной сидеть. Вот так вот, друзья, у меня появились вы, мои подписчики, много-много друзей, которые, в принципе, меня жалеют и хотят, чтобы я отдыхала. А я отдыхаю с вами. Тем более, я сейчас отдыхаю и помогая вам, ну, не помогая вам, а вы мне помогаете, показывая вам кое-что, что я умею делать. Хотя я не очень-то много чего и умею, но все-таки вы мне пишете, что у меня интересно, что можно чему-то как-то научиться. Ой, вот так вот, друзья, не знаю, наверное, у меня все получилось как-то сумбурно, начала с болезни, закончила другим. Ну, вот так вот, друзья, я хотела объяснить, почему я так много работаю. Ну, во-первых, не умею я сидеть, во-вторых, я не хочу сидеть. И в-третьих, я хочу помочь своим детям, я хочу, чтобы они как-то еще при моей жизни, если получится, если даст Аллах, увидеть, как они определились, как они женились, как у них семьи появились, чтобы они были счастливы. Мне этого очень-очень хочется. Это первая, самая первая, наверное, в принципе, единственная мечта. Увидеть, что все мои мальчики уже определились. Что у них свои семьи, и что они счастливы. Больше для матери, по-моему, ничего и не надо. В принципе, все эти 16 лет, да и всю жизнь, сколько у меня, вот как всю жизнь, сколько, как я родила детей, по идее, я живу ради детей, я живу ради них. И мне хочется, чтобы мои дети были счастливы. По-моему, любая мать этого хочет. Ну, вот так вот, друзья. Не знаю, как я вам объяснила все это. Но сегодня у меня такая небольшая болтовня с вами. Если бы была обратная связь, то я как-то и не умею ничего как-то рассказывать. Но на вопросы бы я, конечно, отвечала. Я понемножечко ответила на вопросы, потому что вы мне пишете, почему вы не отдыхаете, как вы отдыхаете. По идее, это и есть отдых. Заниматься любимым делом, по-моему, это отдых. Я люблю зимой вечерами лежу всегда. Я не сижу без дела никогда. И раньше не сидела. Не знаю, наверное, просто во мне это заложено. Я не могу сказать, почему. И я не хочу сказать, что я прям такая гениальная женщина, что все время что-то делает. Нет. Просто мне это надо. Во-первых, мне нужны постоянно, чтобы мои руки двигались. Так, друзья, капусту я нашинковала. Ну, я много солить не буду, потому что много не надо. Она будет прокисать, еще жарко. А в холодильнике поставить большую кастрюлю, у меня места не будет. Так, значит, что я делаю дальше? Я натерла морковку на терке по-корейски. Мне она так нравится. Много я морковку не кладу. Мне не очень нравится, когда морковки много. Так, сейчас посмотрим примерно, сколько она, как она будет себя вести. Тазик у меня маловат, по-моему. Никак не могу добраться до магазина, купить себе посуду. Все уже старенькое. Надо покупать и тазики, и лопаточки. Много чего надо купить. Но никак не выберусь. Так, все, морковку больше не буду добавлять. Ее заморожу. Соль, друзья, я не могу вам сказать, сколько я же говорю, капусту, тем более я делаю просто на глаз. Сейчас примерно просто посолю и немножко разомну ее. Вот так вот немножко.
Я даже борщ люблю только вот с соленой капустой. С свежей капустой вообще не люблю есть борщ. Так что обычно я вот так вот и солю понемножечку по одной кастрюльке. Как только начинает заканчиваться, ну когда мальчики были дома снова, мы очень любим именно и капусту тушеную тоже, чтобы она была вот соленая. Сказать, квашеная, я не знаю, не получится квашеная. Вот такую вот капусту. Мы любим и в тушеном ее виде, и в пирожки я люблю именно такую не свежую капусту, а именно соленую. И больше соленой капусты. Все. И вот так. Значит, все. Попробовала, соль нормальная. Теперь красный жгучий перец. Вот так вот одни кусочки его сделаю. Все, теперь нужно укладывать капусту. Слоями я буду ее перекладывать вот так вот. Слой положила и немножко жгучего перчика. Так, значит, ложу немножко лавровый лист и вот так вот зонтик укропа, чтобы был аромат. Так, сейчас мне надо немножечко ее утрамбовать. Я это делаю вот такой вот штучкой от мясорубки. И вот так вот снова еще один слой. Снова острый перец. Перец, друзья, ложите как вам надо. Вы как поняли, я острое люблю, в принципе. Хотя я и люблю, но мне уже маме приходится не делать. У меня салат из свеклы получился острый. Она его не поела. Так что приходится вырезать уже с перчиком. И тоже снова вот так вот трамбуется это все. Так что, по-моему, мне косыка развязалась. И вот так вот, друзья, до конца этой капусты мы будем ее делать. Перекладывать лавровым листиком, укропом. Так вот. И снова будем трамбовать. Теперь последний слой. И капусту я обычно оставляю на ночь в теплой комнате. А потом уже завтра утром переложу ее в... Ой, вернее, переставлю ее в холодильник. Все. Сейчас поставим гнет на нее. Так, все капусту утрамбовали. Теперь вот так вот поставим на нее гнет. Вот так вот. И все. И завтра капусту уже, в принципе, можно кушать. Ну вот как-то так, друзья. Не знаю, что у меня тут получилось. И с капустой, и с вашим, и разговором с вами. Ну, не знаю, ну вот как-то так. Друзья,
Кто ко мне зашел первый раз, подпишитесь, ставьте лайки и пишите комментарии. И всем моим подписчикам огромное вам спасибо. Я всем вам благодарна.